Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые взрослые. Это программа «Брегаляп Иряник», в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими гостями, которые сегодня пожаловали к нам из города с тысячелетней историей, города Елабуги. В первой команде у нас Ариана и Альбина. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Хорошо, это отлично. Во второй команде Ралина и мама Гульнара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ралина, как дела? Хорошо. Хорошо, отлично. Вот давайте познакомимся поближе с нашими героинями, с нашими звездочками. Начнем мы с Арианы. Она очень добрая, общительная, очень нежная девчонка, очень любознательная. И вопросы «почему?», «зачем?» и «для чего?» звучат непрерывно. А иногда бывает такое... Бывает, точнее, спросит такое, что родителей даже может поставить в тупик. Ариана, как и все дети, любит рисовать, особенно то, чего не существует, и на это у нее всегда есть ответ. «Мама, я художник, я так вижу». Также Ариана занимается вокалом в ансамбле «Нотка» и с раннего возраста занимается хореографией в студии эстрадного танца «Орхидея». Очень любит выступать на сцене и, конечно же, занимать призовые места. У нее очень много друзей, она легко находит общий язык со сверстниками и взрослыми. В свободное время любит позировать перед зеркалом, примеряя различные наряды и мечтает стать суперзвездой, чтобы все ее родные и близкие гордились ей, хочет выступать на большой сцене, ну а родители будут всегда помогать и поддерживать ее в любых начинаниях. Ариана, скажи, пожалуйста, почему ты хочешь стать звездой? Потому что, когда мы ходили на концерт, там была Эльсия Бадридовна, и я тоже хочу стать звездой, как она. Как Эльсия Бадридинова хочешь стать, да? Любишь все, когда тебя аплодируют. Ты будешь певицей или будешь танцором? Певицей и танцором. Певицей и танцором. Все вместе будешь совмещать. А скажи, пожалуйста, что такого несуществующего ты любишь рисовать? Единорогов. Единорогов. А что, разве единороги не существуют? В мечтах, да? В мечтах, они в сказках, они всегда существуют, конечно. Их тоже можно рисовать. Скажи, пожалуйста, у тебя очень много занятий, у тебя вообще свободное время остается? Есть. А что ты делаешь, когда у тебя есть свободное время? Иногда рисую. Иногда рисуешь. А что рисуешь? Ну, единорогов, понятно, рисуешь. Еще что рисуешь? Зайчиков, мишек, сову и иногда людей. Иногда людей. Животных и людей любишь рисовать, да? Альбина, расскажите, откуда такая любовь к творчеству? Ну, наверное, тут немножко есть вины и мамы, и папы. У нас и папа творческий, как бы родители у него вообще изначально учителя, люди творческие. Воспитали, естественно, нашего папу творческим ребенком. Он у нас поет, играет на гитаре в свободное время. Соответственно, мама тоже в свое время занималась танцами. Любила очень много петь, пока Ариана была в животике. И, видимо, вот это творчество ей передалось. Ну да, такое творческая династия, творческое наследие передается из поколения в поколение. Очень здорово. Желаем вам удачи в сегодняшней игре. И знакомимся с еще одной героиней, которую зовут Ралина. Она очень веселая, общительная, активная, любит музыку и всегда поет. И когда играет, и когда едет в машине. Занимается в детском образцовом ансамбле «Нотка». Еще Ралина очень любит лепить из пластилина фигуры и различные предметы. И рисовать, что, кстати, у нее неплохо получается. Мечтает пойти в художественную школу. Ралина дружелюбная, всегда находит общий язык со своими сверстниками и дома, конечно, помогает во всем и всегда маме. Ралина, скажи, пожалуйста, вот Ариана тоже занимается в ансамбле «Нотка», и ты тоже там занимаешься. Вот Ариана хочет стать артисткой. А ты кем хочешь стать? Певицей. Певицей. Какие песни тебе нравятся? Веселые. Веселые, хорошо. Ты еще любишь рисовать, да? Что любишь рисовать? Много чего. Много. Ну, например, все любишь рисовать. Животных, да, людей. Портрет рисуешь? Да. Вот я вижу, что у тебя есть еще один классный рисунок, да? Что это, расскажи. Покажи всем. Это подарок? Серьезно? Я люблю принимать подарки. Спасибо тебе огромное. Очень классный, между прочим, подарок. Это логотип телеканала Шаян ТВ. Огромное тебе спасибо. Слушай, мне очень понравилось. Честно, обязательно в рамку и обязательно на стену в нашей редакции мы повесим. Ты мечтаешь пойти в художественную школу, да? Ты же хочешь стать артисткой. Зачем тебе художественная школа? Я не знаю. Ну, просто так, для развития еще, да?
Ну, когда скучно, чтобы рисовать. Когда скучно, чтобы рисовать. А маме как ты помогаешь? Что вы делаете вместе с мамой? Когда она убирается, я ей помогаю. Когда кушать готовит, я ей помогаю. А что готовишь кушать вместе с мамой? Ну, кашу, суп. Суп. Гульнара, расскажите, оцените, точнее, ее кулинарные способности. Очень способная девочка, да, очень помогает. И готовим вместе, и убираемся вместе, и гуляем вместе. А как на все время-то хватает у вас? Находим время. Находим, но четко распланированный график, да, у ребенка должен быть. Желаем вам удачи также в сегодняшней игре. И сегодня поговорим о такой теме, которая называется ткачество. Знаете, что такое ткачество? Что это? Чтобы было хорошо. Да, это не качество, а ткачество. Это все, что связано с пошивом, все, что связано с тканями. С одеждой. С одеждой, да. Будем обо всем об этом сегодня говорить. Начинаем нашу программу. Это первый тур программы «Бергаляп Иряник». Мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что связано с нашей темой. Задача нашей команды очень простая – угадать, о чем идет речь. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Кто начнет? Давайте мы. Итак, Ариана будет первой. Внимательно смотрим на экран и слушаем. Оно мягкое. Оно бывает разных цветов. Белый, желтый, коричневый. Она мягкая и пушистая. Из нее вяжут варежки и носки. Она есть у всех животных. Их сначала стригут, потом вычесывают и забирают это для обработки. Оно теплое. Ее надевают на грудь. Оно похоже на волосы. Из нее делают свитер, носки, колготки. Они бывают у собак и кошек. Итак, Ариана, как ты думаешь, что это? Пряжа. Чуть-чуть по-другому. Шерсть. 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 Молодец. Это правильный ответ. Шерсть по-татарски йон. Не стесняйтесь, пожалуйста, подсказывать. Вы полноценные участники команды, поэтому лучше не шептать, а прям в полный голос подсказывать своим девчонкам. Ну что, продолжаем. И на очереди у нас Ралина и вопрос для нее. Ты готова? Смотрим внимательно. Это тонкие-тонкие полоски. Ими можно шить. Они бывают разных цветов и даже с блестяшками. Ее нанизывают на иголочку. Это получается шерсть. Тонкая-тонкая линия, которая помогает нам шить. Они бывают потолще и самые-самые тонкие. И даже бывают шелковые. Оно очень тонкое. Оно похоже на один волосик. Из этого шьют штанишки, футболки. Итак, Ралина, Нитки. нитки. А ты вообще любишь шить? Умеешь? Нет? Ну, я думаю, что обязательно научишься и что-нибудь нам сошьешь. Как-нибудь красивый. Мне, например, наряд новый. Да? Договорились? Это правильный ответ. Молодец. Нитка по-татарски «же». Продолжаем учить слова. Ариана, готова продолжать? Смотрим внимательно. Без нее нельзя пришить пуговицу. Детям это в руки брать нельзя. Они могут пораниться и заплакать. Она острая, из железа. У него есть глазик. С помощью ее можно делать из бисера какие-нибудь украшения. Оно очень маленькое и может потеряться. И если ты ее будешь искать и не заметишь, и на нее наступишь, можно уколоться. Так что нужно его убирать в самый верх шкафчика. Итак, какой будет твой ответ? Иголка. Иголка. Как ты думаешь, можно детям играть с иголкой? Нет. Молодец. Это правильный ответ. Иголка по-татарски звучит как «эне». Запомните и это слово. А мы продолжаем вместе с Ралиной. Готова? Поехали. В древние времена из нее шили нитки.
Это есть у бабушек и прабабушек. Я думаю, то, что дедушки не умеют им пользоваться. Этим пользовались раньше. Это такая палочка. Она изогнута в разные стороны. Она обычно бывает из дерева. Этим пользовались наши прапрабабушки. Они этим пользовались, но сейчас уже не пользуются. Я никогда это не видел, но видел фотку в телефоне. Нынешнее поколение вряд ли знает, что это, а вот поколение чуть постарше знает, что этим пользовались наши мамы, бабушки и дедушки. Итак, Ралина, Гульнара, как вы думаете, что это? Веретено. Веретено, да, этим именно пользовались наши бабушки и прабабушки. Правильный ответ, молодцы. Веретено по-татарски орщик. Итак, на очереди 5-й вопрос. Его мы смотрим все вместе, обе команды внимательно. А вот кто будет отвечать, узнаем чуть позже. Он бывает разный. Это и полоски, и точки, и кружочки, и витиеватые рисунки. Они бывают разных цветов, каких ты их нарисуешь. Он очень красивый, может быть где угодно. И на еде, на мороженом, на пирожном, на рисунке, на одежде, на доме, на очках. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Ариана, тебя выбрал наш компьютер. Итак, как ты думаешь, что это за слово такое? Узор. Узор, уверена? Да. Молодец, это правильный ответ, я тебя поздравляю, отлично. Узор по-татарски бизек. Действительно, разными узорами мы украшаем нашу одежду, украшаем в том числе и блюда, да, но мы сегодня говорим о качестве, об одежде больше, поэтому в эту сторону больше будем переходить. Ну что, на этом завершен наш первый тур. Я поздравляю Ариану, ты пока впереди. Ралин, не расстраивайся, еще есть целых 2 тура и возможность заработать самые драгоценные баллы. Мы продолжаем нашу программу, оставайтесь с нами. Это программа «Баргаля Перяник». Давайте вспомним слова, которые мы выучили в предыдущем туре. Начнем мы с Арианы. Ариана, как будет по-татарски шерсть? Ян. Йен, умница. Ралина, нитка. Жеп. Супер, молодец. Ариана, переведи, пожалуйста, слово иголка. Эне. Эне, здорово. Ралина, тебе слово веретено. Орщик. Орщик, отлично. И, Ариана, тебе слово узор. Безек. Безяк, супер, молодцы. Мы с вами вспомнили слова, которые выучили в первом туре. Пора переходить во второй. Он называется «Истяколдер». Запомни, на экране появится 9 картинок, 9 ячеек. Там будут располагаться те самые слова, которые мы выучили в первом туре. У вас будет 15 секунд, чтобы запомнить, где какое слово расположено. Вот в таком порядке они будут находиться. После того, как пройдут 15 секунд, мы закроем их этими цифрами. Я буду задавать вам вопросы. Готовы? Да. Так, внимательно смотрим. 15 секунд, время пошло. Итак, время вышло. Пора отвечать на вопросы. Начнем мы с кого? Кто будет первым отвечать? Я. Ариана, давай, ты будешь первой отвечать. Где находится иголка? Скажи нам, пожалуйста. Под каким номером? 2. Цифра 2. Уверена? Да. Открываем цифру 2. Там иголка. Молодец, умница. Это правильный ответ. Ралина, тебе вопрос посложнее. Ты никогда не видела, как выглядит этот предмет, но, возможно, запомнила, где он находится. Где находится веретено? Орщак. 3. 3. Молодец. Ну, давайте проверим. Я тоже думаю, что в 3. Да, это правильный ответ. Умница. Итак, Ариана, где находится шерсть? В 5. Цифра 5. Точно? Да. Хорошо, откройте там цифру 5. Да, там находится шерсть. Отлично. Ралина, где находится нитка? 9. Точно. Прямо вот уверена.
Уверен. Хорошо, открываем цифру 9. Да, там красная нитка, хорошо. Итак, пятый вопрос на очереди. Я попрошу компьютер назвать команду, которая будет отвечать на него. Так, компьютер выбрал на этот раз, Ралина, тебя. Скажи, пожалуйста, где находится узор? Четвертым. Четвертая ячейка, да? Открываем ячейку 4. Узор, да, правильно. Это правильный ответ. В принципе, все ответы в этом туре были правильные, поэтому мы сравняли наш счет. Мы продолжаем программу, и все самое интересное будет дальше. Оставайтесь с нами. Это третий тур программы «Брегаля Пироник», но прежде чем его начать, давайте вспомним слова, которые мы сегодня с вами выучили. Шерсть, йон, нитка, жеп, иголка, эне, веретено, рщек, узор, бизяк. В третьем туре нам предстоит разгадать небольшие ребусы. На экране появятся 3 картинки, все они так или иначе связаны с тем словом, с одним из тех слов, которые мы сегодня выучили. У вас есть 2 задачи в этом туре. Первая – назвать ответ, желательно, чтобы он был правильный, конечно. Вторая задача – объяснить, как ваш ответ связан с картинкой. Хорошо? Так, давайте, первый будет у нас Ралина в этот раз. Ралина, первые картинки для тебя, смотрим внимательно на экран. Так, что мы видим? Комар, Это не комар, это стрекоза. стрекоза, доктора и пчелку. И пчелку. Как ты думаешь, какое слово связано с этими картинками? Иголка. Иголка. Я принимаю твой ответ. Теперь нужно объяснить, почему. Как иголка связана, например, с пчелой? Она ужаливает. Она жалит так же, как и иголка, правильно? Так, а доктор здесь при чем? Укол. Укол ставит. Чем ставит он укол? Игол. Маленькой иголочкой, да. А вот стрекоза. При чем здесь стрекоза? Острый. Острая. Острый конец. Так, а вспомните, как по-татарски, если знаете, называют стрекозу, не знаете? По-татарски ее называют эне корага. Собственно, здесь эне и есть слово иголка. Я принимаю ответ, он правильный, молодцы. Здорово. Продолжаем со второй командой. Ариана, следующие картинки для тебя. Внимательно смотрим на экран. Итак, здесь что мы спрятали? Какое слово, как ты думаешь? Носки, овечка и бабушка. Носки, овечка и бабушка. Что их объединяет? Какое слово? Да, из тех, которые мы учили. Носки, Нет, шерсть. овечка. Шерсть. Какое слово объединяет все 3 картинки? Это все из шерсти. Шерсть. Шерсть. Почему? Давайте вместе попробуйте объяснить. Альбина, помогайте, если что. А овечка почему шерсть? Потому что у овечки есть. Шерсть. Шерсть, да. А носки с чего сделаны? Шерсти. Шерстяные носки. А кто эти носки вяжет? Бабушка. Бабушка. Правильно, молодцы, я вас поздравляю. Отличные развернутые ответы мы получили в этом туре. Пора подводить итоги нашей игры. В сегодняшней программе «Брегаля Пироник» у нас побеждает Ариана и Ралина. Я вас поздравляю обеих. Ничья у нас сегодня. Ну и, конечно, каждой команде мы вручаем памятные подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от программы «Брегаля Пироник» и детского телеканала «Шаян ТВ». Уважаемые взрослые, давайте поаплодируем детям. Они большие молодцы. Ну а с вами, дорогие зрители, мы встретимся в этой студии совсем скоро, чтобы вновь выучить слова на татарском языке. Будьте всегда с нами и, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной. На сегодня все. До встречи.